Если мы сегодня создаем, в принципе, рабочий, нормальный орган с хорошей задачей друг друга услышать по поводу экономических реформ. Вот Заур Иванович, представитель научной среды, так скажем, мне очень интересно узнать, может ли наука стоять в фарватере, если ей не определены задачи государственные, в каком направлении вы должны научно прорабатывать эти реформы. У нас ведь борьба, как бы, если она вообще у нас есть, не борьба идей же у нас борьба общественных организаций и партий. А намечается, видимо, борьба частного капитала и людей, ратующих за сохранение государственного подхода. И это я вижу даже в том, что вот сейчас здесь было озвучено относительно судьбы, сгоревшего здания Совмина на площади Свободы. Даже вот это показательно. Я сейчас как бы ложку дегтя вношу в наши радужные речи. Так вот, я думаю, что наша комиссия, в частности, естественно, глава государства, должен внести ясность. Это, кстати, ясность, я вперед забегу, поможет и в нашей общественно-политической жизни, где проходят границы государственного владения этой землей, государства абхазского, а где интересы частного бизнеса. На вопрос, на примере закона об апартаментах, этой границы частно-государственное, не партнер, вот символичное, кстати, название, государственно-частное партнерство. На примере закона об апартаментах мы этой границы не видим. Мы продолжаем обсуждать закон, не сулящий нам выгоду, а несущий угрозы изменения национального состава. И мы продолжаем его упорно обсуждать. Как бы. Здесь озвученные выгоды, они как бы быстро закончатся через год-два, потому что весь гостиничный фонд, когда поймет, что ему предлагает закон об апартаментах, если идти по букве предложенного проекта, они просто переведут все в апарт-отели, и налогооблагаемая база уменьшится в разы, хотя бы поэтому будет это не очень выгодно. И не надо верить в человеколюбие наших бизнесменов. Там, где будет выгодно, туда они и утекут со всеми уставными документами и способом уйти от налогов. Я их сейчас не демонизирую, бизнес так построен, в первую очередь на извлечение прибыли. Потом здесь прозвучали слова о транзите. Вот Кан Валерьевич о нем говорил совершенно верно, я его поддерживаю полностью, вас поддерживаю, комиссию создали. Правильно, совершенно. Абхазия превратилась в логистический, политический тупик, в котором мы сами себе не пытаемся, из которого, найти выхода. Совершенно верно, что если о нем говорить, о транзите, что его надо развивать. Мы вообще-то 30 лет назад добились победы, а не поражения, но в нашей дипломатии 30-летней по разным причинам мы занимаем оборонительную позицию. Сегодня у нас за спиной какой союзник, мы уже мозоль на языке, какой у нас союзник, как мы этим воспользовались, что у нас такой союзник. Надо перейти к дипломатическое наступление, надо вспомнить, кто мы такие, а кто мы такие для этого союзника. Единственная неофициальная или официально признанная ими страна, которая рядом с ними сражается, наших мальчиков привозят и хоронят парней. Что мы с этого... Сейчас некрасивое слово, получили политические дивиденды? Нет, пока не вижу. Теперь вопрос продолжу. Транзит технически, если сейчас такую подоплеку международную подвел, а как вы его видите, его осуществление на фоне практически уничтоженной энергетики? Вы говорите каждый месяц собираться. Я предлагаю прямо сейчас обсудить решение, которое до следующего заседания через месяц даст эффект положительный, даст эффект в киловаттах и в огромных суммах денег сэкономленных. Предлагали план антикризисный по энергетике. Я повторю то, что говорил на общественной встрече. Не существует никаких нерешаемых технических проблем с нашей энергетикой. Существуют только вопросы доверия. Критическое отсутствие не электричества, а доверия между нами с вами, между властью, народом, между всеми, в общем. Тогда вопрос, если майнинг уничтожает нашу энергосистему, которая основа нашей жизни, основа будущих проектов, тех же транзитных или
тех же апартаментов, если к ним придет. Ничего не будет, если не будет энергетики. Причем я, например, Заур Иванович, не знаю, поддержит или нет, ярый сторонник того, что, зная нас самих, смотря в зеркало, что можно быть только сторонником государственной монополии в энергетике. Мы предложили план. И этот план, может, он не так был технически, там, цифрами снабжен, осознанно мы это сделали. Мы предложили, если майнинг нас уничтожает, майнингом занимаются, ну давайте, это типичное деление, и властные, и провластные люди, и оппозиционные. Ну давайте тогда, пусть тогда главой, вашим решением, главой Черноморэнерго станет представитель оппозиции. Я озвучивал имя, сейчас здесь это некорректно говорю. Пусть его замом станет, естественно, представитель власти. Вдвоем они с символическим топором в руках, они уничтожат, по крайней мере, остановят потребление около, ну, по предварительным оценкам, больше 100 тысяч машинок действующих. И энергетики это знают, и они сами частично вынуждены это покрывать, потому что они не могут сопротивляться порой физическому воздействию, административному и так далее. Ну, давайте правду говорить. Зачем нам мифические реформы? Вот сегодня люди без света сидят. Уменьшим потребление прямо сейчас, в течение недели-двух. Будет о чем поговорить. Через месяц уменьшится количество и цифры перетока. Это тире рубли, которые нам придется отдавать. Вот вам реформа. Зачем нам дальше что-то обсуждать? Что в придачу к этому идет, мы тоже предложили, по-моему, вполне понятно. 5-летний бюджетный план субсидирования, именно вот Владимир Валерьевич здесь спорили с ним в свое время в парламенте, именно субсидирование энергоотрасли. 5 лет по 300 миллионов, вот вам и 1,5 миллиарда инфраструктурного кредита, который нам пытаются повесить на шею люди, которые способствовали получению железнодорожного кредита с неизвестной эффективностью. Был принят закон о более широком внедрении контрольно-кассовых аппаратов. Это же манна небесная. Сколько у нас в тени наличности ходит, никто даже знать не знает. Присутствующим хотел бы одну цифру напомнить. Наша собственная часть государственного бюджета более чем на 80% формируется бизнесом. Я просил бы это иметь в виду. Нашим национальным бизнесом. Поэтому здесь присутствует директор Института экономики и права. Вопросы, которые мы обсуждаем, они на стыке и экономики, и права. А ваше предложение я услышал, мы подумаем над этим. Просто я не видел этого документа. О каком документе по реформе отрасли энергетики идет речь? Где этот документ? У Джансуха Эдуардовича. Ну хорошо, дайте я посмотрю.